Ни шагу назад. Как по правилам гладиаторских поединков бьются бойцы в октагоне. Соперник, если отступает, значит готовит нападение. Выявить сильнейшего в октагоне вышли представители Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Наш земляк Амин Элджеркиев в красном углу. Боец успешно комбинирует работу в стойке и в партере. Раунд за раундом он все ближе к победе. В перерыве бойцу советуют бить по печени. Угловые решили, что соперник скоро будет побит. Как и указали, Амин раз за разом доносит удары левой ногой в область печени. Но боец из Кабардино-Балкарии держит удар. Заключительный третий раунд бойцы завершают в партере. Амин прижал соперника к сетке и попытался удосрочить. Но звучит гонг, и бой окончен. Бой был тяжелый, очень хороший боец, я знаю его давно. Это уже мой второй раз с ним реванш, 2 раза сейчас выиграл. Я слышу свой тренер, работаю потихоньку, все отлично, алхамдулилlah. 7 регионов, около 200 участников. Чемпионат и первенство СКФО по смешанным боевым единоборствам ММА собрали лучших бойцов со всех регионов округа. Конкуренция нешуточная. На такие мероприятия выставляются победители и призеры республиканских и краевых соревнований. Очень накаленные бои, очень равные бои, так как мы все понимаем, что чемпионат СКФО – это такой важный старт для всех ребят, чтобы попасть уже на чемпионат России. Поэтому сегодня идут очень конкурентные бои. Мы подключились сюда самых лучших судей. Сделана огромная работа по организации турнира. Все довольны, так что я думаю, все пройдет на очень хорошем уровне. Всей командой от нашей республики, в первую очередь, хотелось бы, конечно, поблагодарить руководство Республики Ингушетия, Министерство спорта, Федерацию, Ваху Шанхоева и всех ребят, которым помогали в проведении этого мероприятия. Вот сколько мы ездим, лично я еще не видел такого уровня подготовки к турниру, качественно. Для ребят созданы все условия, чтобы отобраться на Россию. Вот, просто слов нет, хорошо приняли. Спасибо большое. Очень конкуренцию создает именно очень мощная дружина сегодня представляет и Республику Ингушетия, скажем, это наши основные соперники сегодня. Разделяют с нами октагон. Республика Дагестан заявил мощную команду. Вот. Хотелось бы, конечно, и отметить, и поздравить вас, то, что именно Республика Ингушетия вот, реально прибавила. Сегодня я постоянно выезжаю на официальные турниры, чемпионаты России, Европы и мира. Сегодня могу сказать, что вот, нас 20 человек приехало, и почти что все мы идем почти что стенка в стенку с вашей братской республикой. 10 весовых категорий в возрасте до 20 лет и столько же по взрослым. На этом чемпионате должны разыграть 20 комплектов медалей, начиная от самых малых весов и заканчивая тяжелым плюс 120. Уровень бойцов у нас очень сильно вырос. Очень конкурентные бои, очень даже зрелищные бои. По уровню судейства, вот что хорошо, что меня радует, вот именно судейский корпус, который отбирался на этот СКФО, они очень опытные ребята, да. В октагоне уже выступает другой ингушский боец Ибрагим Картоев. Бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам показывает свое мастерство. Во втором раунде Ибрагим был близок к досрочной победе. Сначала он вышел на добивание, а после и удушение. Но гонг соперника спас. А в третьем раунде измотанный оппонент продолжить соревнование не смог. Еще одна победа в копилке наших. Всего чемпионат и первенство продлится 2 дня. По итогам первого несколько наших бойцов пробились в финал. Муслим Ганиев, Магомед Дидиков, Новости 24.